Здравствуй, мир! Привет, республика! В эфире студия 11. «Оставь плохое настроение всяк сюда входящий», гласит мудрость нашей информационно-развлекательной программы. И, конечно, эти слова родились не просто так. Уже долгое время мы делимся позитивом, знакомим вас с интересными людьми и просто хорошо проводим время вместе. Этот день не исключение, и вот чем мы наполним наши эфирные минутки. Календарь событий. Что отмечаем сегодня? Почтовые лошади прогресса. Евгений Цыпанов о карьере переводчика. Пластилиновая анимация. Маршаковка Pictures представляет. Каждый день как праздник. Напоминайте себе об этом утром, и поверьте, ваш день пройдет намного ярче и веселее. Давайте пробежимся по календарю. Сегодня, 30 сентября, Всемирный день моря. Конечно, это не та дата, когда восторженные люди выходят на улицы, обнимаются и распечатывают свои хлопушки. Этот день призван привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносит перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Православные в этот день отмечают память 4 мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По преданию, если честно, это очень печальная история, потому о ней не будем. Поговорим лучше о хорошем. На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти 4 имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник – Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно 3 дня, прославляя материнскую мудрость. Кстати, имя матери София с греческого и означает мудрость. И женские добродетели – веру, надежду и любовь. Почтовые лошади прогресса. Вот так образно Александр Сергеевич Пушкин назвал переводчиков. Без этих людей многие произведения литературы и киноискусства, достижения науки и техники были бы недоступны, а люди из разных стран не смогли бы коммуницировать между собой. Мрак. Хорошо, что люди, чье кредо доступное общение на всех языках, все-таки есть. И сегодня наша команда поздравляет вас, дорогие переводчики, с профессиональным праздником. Как говорится, побольше вам словарного багажа и поменьше сложностей на этом поприще. Накануне я пообщалась с представителем такой нужной профессии. Языком интервью мы выбрали русский. Евгений Александрович, всю свою сознательную жизнь вы работаете со словом. И, конечно, в такой прекрасный день, ваш, можно сказать, профессиональный праздник, хотелось бы узнать, как вы в эту профессию пришли. Я переводчик любительский, потому что у нас таких профессионалов-переводчиков нет. И переводами занимаюсь я время от времени. В основном перевожу сказки, детские рассказы. Вот, скажем, у меня вышло перевод «Алисы в стране чудес». Надо сказать, что вообще процесс перевода сейчас не очень развит у нас. Были времена, когда издавали до 40 книг в год переводных с русского языка. Ну, на самом деле, вы сказали то, что раньше с коми-языка переводили куда чаще, сейчас же это делается редко, но, тем не менее, поговорим про энтузиастов. Книги, песни, они переводятся и сейчас, но как это делается? С помощью какой-то поддержки? Есть ли поддержка у коми-языка, чтобы какие-то интеллектуальные труды уже известные переводить? Вот как вы сами сейчас оцениваете эту ситуацию? Ситуация сейчас такая же, как и была и 20 и 30 лет назад. То есть люди сами заинтересованные в переводах делают переводы и печатают их, скажем, периодически печать. В основном это люди, которые энтузиасты, которым интересно переводить. Любой перевод – это культурное обогащение, а также и обогащение родного языка. Потому что если человек переводит, скажем, Пушкина или, скажем, Лермонтова на коми-язык, он то, что выражено в русском языке, он может выразить совершенно новыми художественными средствами. Последний ваш художественный перевод – это «Алиса в стране чудес» Кэрролла. Там очень много интересных слов. Как вы их приспособили к коми-языку, эти слова? Много слов пришлось вводить как неологизмы. Например, здесь название «Алиса кад шемасмон лоамторьяс». То есть «шемасмон» – это «страна чудес». И именно так же, получается, образовались слова во многих языках, скажем, финском, венгерском, то есть буквально «чудо-земля». Ну, а многие слова просто их трудно переводить, потому что тут нет у нас в традиционном языке слов для, скажем, для обозначения устриц или черепах. И там же очень много
слов, связанных с морем, а также и других слов животного мира. Но некоторые слова удалось все-таки и на каком языке передать. Например, горлица. Горлица – это лесной голубь. Лесной голубь – горгулю. Ну, на самом деле, здесь у нас на столе разложены такие более-менее новые издания, и выделяется, конечно, на их фоне вот такая вот книга Советского Союза Коммунистической партии. Это кто переводил? Это, наверное, такой раритет, да, уже? Да, это раритет, действительно. Это последняя книга, изданная по заказу идеологической системы. Доклад Горбачева с 1986 года, где он провозгласил перестройку. Но после этого, к сожалению, политическая литература не переводится и не издается, а желающих его переводить не находится. От нашей телевизионной команды поздравляем вас с Днем переводчика и спасибо за ваше дело. Спасибо за интервью. Мы тоже надеемся, и не только я, но и другие, что переводчиков будет гораздо больше. И больше будут среди них молодые специалисты. Виджаоланет, бонжур, hello. Как вы начинаете разговор со своими друзьями и знакомыми? Думаю, каждый родитель бы хотел, чтобы его чадо свободно владело парочкой иностранных языков. И для саморазвития полезно, да и в жизни без сомнений пригодится. Потому проведем телеурок английского. Мисс Сандра, вам слово. Hello, я мисс Сандра, и сегодня мы покажем с учениками, как вы можете дома легко запомнить тему времена года, месяцы и погода. Look, я приготовила необходимые слова. Вы можете написать слова на обороте или составить такое же панно. Соотнесите необходимые слова и повторяйте каждый день. Girls, what season is it? Summer. Лето. What season is it? Winter. Very good. Алена, what is the weather in spring? Какая погода? Warm. Yes, it's warm in spring. Eri, what is this month? It's September. Ага, September is when? In what season? Autumn. Very good. И помните, английский сегодня не самоцель, а средство для всего на свете. Вы точно должны суметь сказать с границей число, дату, сезон и погоду. See you! See you. В наше время пластилиновые мультфильмы крайне редко выходят на экраны. Причина тому очевидна. Компьютерные технологии позволяют создавать наиболее зрелищные картины, облегчая труд мультипликаторов. Но, конечно, у пластилиновой анимации есть особый шарм. За каждым слегка неуклюжим движением кукол стоит заботливая рука аниматора. А отпечатки пальцев, трещинки, складочки как бы говорят о многочасовой и кропотливой работе. Все мультипликации такого рода знают в Маршаковке. Давайте посмотрим мультфильм, над которым корпели совсем юные аниматоры. Анастасия Сугоева, «Цветущий ежик». Однажды ночью темной, морозной зимой родился ежик скромный под старой сосной. Он был, как все ежата, нос, лапы, голова и ушки чуть прижаты, но вместо игл трава. Пусть колются снежинки и воет ветер злой, почешет ежик спинку, запахнет, как весной. Такого не бывает, твердит лесной народ, а еж о том не знает, он ходит и цветет. Половина пути пройдена! Хочется с гордостью об этом прокричать. Но нет, оставим это на потом. Впереди нас ждет не менее увлекательное путешествие. Каким оно будет, узнаем после небольшой паузы. Сказано, сделано. Мы обещали вернуться на экраны, мы вас не подвели. Продолжает свой эфир информационно-развлекательная программа «Студия 11». Расскажем об интересном, познавательном, удивительном. Эпитетов я могу подобрать много, но не будем терять время и начнем. Вот что ждет нас дальше. Из секонд-хенда в 19 век. Вещи с историческим потенциалом. Коми Шварц. Как стать самым пляжным бодибилдером Европы? Создаем настроение и укладку. Мастер-класс от Юлии Кравченко.
У большинства из миллиардов жителей Земли есть какое-либо увлечение. Некоторые фанаты спорта, кто-то обожает вышивать и печь отменные пироги. Еще одни собирают гербарий или бабочек, но есть такие люди, которым хочется сказать: что, ты действительно этим занимаешься? Резьба по яичной скорлупе, кладоискательство, охота на привидений. Это лишь маленький список необычного досуга. А еще о одном таком хобби в следующем сюжете. Она перешивает скатерти, состаренные покрывала и даже винтажные выпускные платья. Австралийка Клэр Вонг любит превращать старые ткани в историческую одежду. Это платье для выпускного вечера за $5.70. Я полностью его переделала в платье 70-х годов 19 века. Когда Клэр платья не шьет, то в них гуляет. Как только я получила возможность выбирать себе одежду, я начала ходить в комиссионные магазины и искать вещи. Я всегда оценивала, имеет ли вещь исторический потенциал. Клэр в своем увлечении не одинока, у нее есть целая группа единомышленников. Они посещают исторические города острова Тасмания и гуляют в своих пышных нарядах, заходя в кафе и другие места. Кэти, например, медсестра, говорит, что однообразная одежда ей наскучила. Приходится носить униформу, это скучно и однообразно. Поэтому, когда мы наряжаемся, то чувствуем себя по-особенному. Особых правил у клуба нет, можно надевать одежду любой эпохи, прохожие улыбаются. А один участник говорит, что хобби помогло ему не просто забыть о неизлечимом недуге, но и задержать развитие болезни. Они помогли мне продлить мою жизнь. У меня последняя стадия рака. Я прожил 19 месяцев, хотя оставалось 4. Эти милые люди мне очень помогли. Так старинная мода находит себе место на современных улицах. Таких ребят на пляже видно сразу. Они статные, загорелые, накачанные. Вот смотришь на них и сразу понимаешь – культурист. Сыктывкарец стал победителем турнира «Арнольд Классик». И сегодня последователь Шварценеггера у нас в студии. Владимир, привет, рады видеть. Здравствуйте. Как вообще приняли решение участвовать в этом турнире? Ну, на самом деле, это путь не из легких, так скажем, был для меня. Этот турнир был выбран, так скажем, один из этапов моей карьеры. Конечно, готовился я к нему не сразу целенаправленно, а проходил конкретные этапы, так скажем, своей карьеры. То есть это был минимум регион, потом город, потом Россия и уже последовательно европейский турнир, вот как раз-таки «Арнольд Классик». Но к нему вернемся. В какой категории вы там показали свои силы, всю свою красоту? Я, скажем так, в абсолютной категории. Это категория абсолютная, то есть ростовые категории, в которых лидеры встречаются в одной категории и уже бьются за звание абсолютного чемпиона. Много было соперников. И есть ли вообще соперничество на таких турнирах? Да, конечно же, есть. Потому что в любом спорте, в любом, так скажем, участие, где есть конкуренты, это и есть соперничество. Вы сказали, что стали абсолютным победителем. Ожидали ли вы вообще такой расклад, что так вот будет, и вы привезете невероятную победу домой в Сыктывкар? Честно, минимум был это стать чемпионом своей категории, так как шансы были достаточно неплохие. Но такой расклад, конечно, был неожиданный для меня. Где, кстати, проходил Арнольд Классик? Арнольд Классик проходил в Испании, это Барселона, то есть, точнее, город Санта-Сусан. Очень жаркий город, на самом деле, даже в сентябре. Сколько человек из России участвовало? На моей памяти нас было заявлено 140 человек примерно. Это нормальная цифра или обычно больше русских показывают себя в этом виде спорта? Честно, не знаю. На мою память как раз-таки это, наверное, один из самых таких больших выездов наших спортсменов на европейский турнир. И я думаю, сейчас задам вопрос, который волнует всех. Как оценивают ребят, которые показывают себя в пляжном бодибилдинге? На что смотрят, что оценивают? Не только же на тело, скорее всего. Оценивают в первую очередь это труд. Есть определенные критерии оценок. Это харизма, это подача. То есть если спортсмен имеет достаточно хорошую, красивую мускулатуру, и он не может ее преподнести, это будет как раз-таки сказываться на его выигрыше, и в целом на критериях.
А одежду? Одежду, вплоть плавки, цвет плавок, шорты, если это вот как раз-таки моя номинация. Вплоть до прически, до улыбки, до всего на самом деле. Вот такие вот нюансы. Но я думаю, что этот турнир не конечная точка. Открывает ли он двери на куда более весомые спортивные соревнования? Да. На самом деле, эта поездка была для меня очень важная, так как была цель, задача получить статус профессионального спортсмена, что как раз-таки и в дальнейшем мне позволяет участвовать на более высоких турнирах с более высокими призовыми. Ну и, так скажем, любой спортсмен хочет быть профессионалом. Ну что ж, и куда дальше, если не секрет? Дальше я хочу выступить на чемпионате мира, который будет сейчас проходить в ноябре, так скажем, закрыть мою карьеру в любителях и уже перейти в статус про. Ну что ж, тогда мы желаем вам красиво закрыть карьеру любителя. Спортивных вам успехов. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Очень приятно за то, что пригласили меня сюда. Новый день, новая возможность провести его чудесно. Так что проснулись, улыбнулись, потянулись и бегом создавать себе хорошее настроение. Как это сделать? За всех, конечно, не скажу, но от лица женского населения Республики Мира и планеты заявляю. Для начала нужно выглядеть на все 100, а потом, как по маслу, сутки будут набирать позитивные обороты. Ну что, девочки, уложим волосы. Вашему вниманию мастер-класс от стилиста нашего телеканала Юлии Кравченко. Будем создавать с вами мокрый эффект. Приготовьте фен, утюжок, расческу с крупными зубчиками. Самый главный продукт — это гель для укладки волос и лак для фиксации. Для начала нам нужно выпрямить кончики волос. Если у вас волосы гладкие от природы или у вас сделан кератин, тогда вы можете упустить этот этап. После того, как я выпрямила волосы, прочесываю расческой. Далее берем гель, не жалейте его, возьмите сразу побольше и равномерно распределю по волосам. Обратите внимание, продукт наношу только на корни, кончики волос должны оставаться подвижными. Возьму фен и хорошо просушу корни. Сушим горячим воздухом при минимальной скорости. Для небольшого объема можно пальцами приподнять корни. Очень важно, чтобы гель для волос полностью высох. И фиксируем лаком. Теперь ваша укладка продержится до самого утра. Вы наверняка видели ее в модных журналах и на подиумах, но боялись ее повторить. Сейчас самое время. К этой минуте у меня все. Уже с нетерпением жду следующий эфир, чтобы поделиться всем добрым, интересным и увлекательным. Будьте здоровы! Пока, Республика!